Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад сообщить, что... Итак, здравствуйте, дорогие подписчики и телезрители. Вы на канале Клевая Рыбалка. Сегодня я с ребятами, своими друзьями приехал на озеро. У нас сегодня достаточно солнечный, но ветреный день. Поэтому я попытался прикрыть от ветра, заслонку сделать, но может быть все равно будет маленько поддувать. Поэтому извиняйте, если что. Так, вот приехал Гаврил Ядович за мной. Сейчас мы выезжаем за Владиславом Дмитриевичем и поедем. Такое утро у нас, 7:30 утра. Немножко сегодня пасмурно, но днем должно распогодиться. Будет сильный южный ветер, поэтому одел жилетку изнутри и взял шапочку. Вот такой у нас Жиганск серый весной. Весной, наверное, много деревень так выглядит. Вот, скоро праздники, будем делать субботник, поэтому вот так. Владислава Дмитриевича забрали. Привет, ребята. Вот, сейчас поедем, по дороге буду снимать. Механки. Так, вот с автозимника свернули на озеро. Вот такая дорога идет по лесочку. Сейчас заедем на озеро и сегодня будем рыбачить на озере. А сколько я бы хотел, это было, карамасина. Вот подъезжаем к озеру. Вон там озеро появилось за деревьями. Небольшой. Огромное озеро. Чувак, площадка Ньютон. Urut beli pasar dia betul. Berisnatan Suryon ben tardan taharacin dia betul kota tariknya. Kita tu baru berona. Ah, kerana na. Ini padahal bu. Beli. Вот так, приехали на озеро. Так, салазки пригодились. Вот с камнями, говорит Владислав Дмитриевич, озеро-то. Как главный эксперт. Говорит, линка надо сюда зарыбить. Линков, говорит, надо закинуть. Икру. Сейчас прикормку возьмет. Вот, хочет прикормку взять. В виде земли. Чтоб бросать в лунку.
риболовним ділам. Эксперт по рыболовным делам. Так, ну вот сейчас вот только что пробурились. По пути, озеро довольно крупное. По пути бурили лунки и решили остановиться на этом берегу. Пришли с той стороны. 3 лунки пробурили, вот на 4-й остались как бы. Вот. Ребята уже рыбачат, я только приготовился. Сегодня буду купреевской удочкой рыбачить. Давайте посмотрим, что нам сегодня получится поймать. Получится ли поймать вообще. Потому что у Гаврила Яновича здесь уже был горький опыт рыбалки. Он поймал всего одну рыбу, что ли-то. Надеюсь, что нам так сегодня не повезет, как ему. Давайте. Все, перебазируемся. Гаврил Яныч поймал рыбу там где-то и крикнул нам. 뭐가 가끔 또 어떡하죠?
Да-да-да. Перебор где-то. Отдай глаз. Глаз отдай. Красавчика. Не бежа, говорю, Яночка, еще впереди. Тоже будет клевать скоро. Голова. Отдай глаз. Пойдем. Тут-то. Тут-то. Жаль, не успел заснять поклевку. Ой, глаз свежий нужен.
такая вот рыбалка. Удручал, конечно, ветер южный, но все-таки нам удалось порыбачить. Вот я сколько наловил на закрытии. 11 окуней. У Владислава Дмитриевича первое место. Он поймал 12 окуней, одну щучку. И Гаврил Яныч замыкает. У него 5 окуней и одна щучка зато. Но у меня 11 окуней. Все, на этом сезон закрываем. Гаврил Яныч вон уже аж ушел в машину греться. Замерз, все, поехали домой, посидели до 5. Да, теперь ждите спиннинг, скоро поедем. Опять этим же составом. Остался буквально 1,5 месяца. Май, вот, июнь, начало ну, где-то 1,5 месяца до выхода ролика осталось с рыбалкой летней. Ну все, всем спасибо за просмотр, всем пока. Allah. О, как хорошо в машине, а? Ветра нету. Все, поехали. Путь дорогу. Вот такое озеро. Попрощаемся с озером до следующего года. И в заключение этого ролика хочу вам быстренько рассказать о костюме, в котором я был на рыбалке. Это вот такой вот костюм Helios Freedom с таким названием. Значит, по костюму сразу. И вот такая вот шапочка производства Helios. Ну, шапочка флисовая, 58 размера, XL, 100% полиэстер, сухая чистка. Вот, шапочка очень теплая, шапочка как шапочка, особо на ней не будем останавливаться. Ну, по костюму, значит, что обрадовало, то есть производитель этого костюма дает стоимость на него 8000 рублей, 7999 на сайте. Сайт я дам в описании к этому видео. Значит, он изготовлен. Здесь вот был лейбл. Костюм демисезонный, Freedom. Материал мембранная ткань. Fit System обладает высокой водонепроницаемостью. Отлично защищает от ветра, снега и дождя. Обладает дышащими свойствами. Водонепроницаемость 10 000 миллиметров. Эксплуатация, демисезонный костюм, комфортная температура до -5 градусов с использованием термобелья и флисовой одежды. Я одевал также флисовую вот, термобелье, которое они мне до этого отправляли. Тоже гелиосовская. Потом что? На ветер она не продувалась, хотя был ужасный северный южный ветер. Благо теплый ветерок, но все равно целый день сидел на ветре. Костюм имеет вот такие вот противоскользящие накладки на плечах. Довольно большие функциональные карманы, в которых у меня помещалась и шапочка, и камера моя. Имеет вот такой вот грудной карман с выходом под наушники. Вот я уже, кстати, здесь вот положил свои наушники, вот они. Имеется в виду вот такой вот выход есть с грудного кармана. Грудной карман тоже большой. В прошлый раз носил его в поселке здесь во время снега, и с мокрого снега с дождем. Капли на костюме, капли дождя прямо оставались такими каплями, их просто стряхиваешь и костюм полностью сухой. В общем, вот это очень мне понравилось по этому костюму. Хорошо облегает, плотно сидит, как видели. Ну и также понравилась особенность этого костюма, то что у него вот имеется вот для ремня вот такие вот
как сказать, петли, и вставляется ремень сюда. Довольно широкий, вот офицерский ремень вставляется. Здесь он идет просто на такую вот кнопку, застежку и замок. И два больших кармана в штанах тоже закрываются все замком. Ну и наколенники тоже прорезиненные, вот, противоскользящие. Тоже на коленках сидел, прислонялся на лед. Достаточно удобно. Костюм будет носиться мной как зимой, так и в холодное время летом. То есть как весной, осенью, извиняюсь. И в холодное время будет носиться летом. Летом буду частенько на рыбалку его одевать. Капюшон идет, вот. Он идет литой, несъемный. И внутри вот такая вот дышащая вот ткань, сеточка покрытая. Ну все, по костюму все. Утяжки имеют вот такие вот снизу, кто хочет поплотнее. На этом все. И один вот кармашек имеется, правда, вот на рукаве вот здесь вот. Ну еще пока я к нему применения не нашел. Все, ссылки на товар даю в описании. Всем спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии, что думаете по этому поводу. И по рыбалке, по закрытию в целом. Как сказал Владислав Дмитриевич, увидимся на следующей рыбалке, на спиннинге. А сейчас у меня будет сезон охоты и охота на гуся будет. Также на утку. Ну и надеюсь, что нынче получится сюжет с карасем.